Добрый день, уважаемые участники мероприятия «Я хочу быть педагогом», посвященного Михаилу Андреевичу Алексееву, заслуженному учителю РСФСР и ЯССР, кавалеру орденов Ленина и Трудового Красного Знамени, и единственному в нашей республике человеку, который был удостоен высшего педагогического звания страны «Народный учитель СССР». В далеком 1966 году вместе со своими единомышленниками он открыл спецкласс с углубленным изучением физики и математики в Сельской Верхневилюйской школе. А в 1974 году, благодаря стараниям Михаила Андреевича и поддержке первого секретаря Верхневилюйского райкома КПСС Михаила Николаева, впоследствии первого президента нашей республики, открылась первая профильная школа с углубленным изучением предметов физико-математического цикла. Хочу привести слова Михаила Ефимовича Николаева из его книги, вот хочу показать книгу «Мои соотечественники». Вот что он пишет. Весь этот изменчивый и вечно непостижимый мир мы ожидали, готовились к жизни и работе в нем, каждый по-своему, но заботой обо всех. И сегодня мы с восхищением и благодарностью вновь вспоминаем рядового сельского учителя физики и математики Михаила Андреевича Алексеева, чтобы поблагодарить его за его жизненный и трудовой подвиг, за открытую перед нами дорогу в 21 век. Вот так высоко ценит труд, педагогическую деятельность учителя Алексеева Михаил Ефимович Николаев. Сегодня мы прослушаем интересный рассказ главного архивиста отдела использования документов Национального архива Республики Андрея Васильевича Казаева, который представит нашему вниманию редкие архивные документы, фотографии из его жизни и деятельности. Также будут показаны отрывки из фильма о Михаиле Алексееве из фонда Национального центра аудиовизуального наследия народов Республики Саха-Якутия имени Ивана Спиридоновича Жараева. Так, разрешите представить слово Андрею Васильевичу Казаеву. Здравствуйте, уважаемые зрители. Я представляю Национальный архив. И сегодня я покажу те редкие документы архивные, которые хранятся в нашем архиве, в фондах нашего архива. Некоторые из них ранее не были известны широкому читателю, скажем так, да? Потому что вышло несколько книг, посвященных народному учителю Михаилу Алексееву, но некоторые документы по разным причинам не были включены в эти книги. Да? Вот, в основном издавали книги его ученики, которые учились, да, или же те краеведы из тех районов, в которых он работал. Например, в Цельно-Колымском районе, да, Егор Винокуров выпустил книгу о нем несколько лет назад, посвященную его трудовой деятельности на Колыме. Михаил Андреевич в 1936 по 1938 год работал в школе Родчева, школа-интернат. Он после окончания Якутского техникума работал некоторое время там, до того, как поступил в Колымский государственный университет. Ну, так, начну я, скажем так, мы подготовили выставку, посвященную Михаилу Андреевичу, куда вы включили эти документы. Они касаются 30-х годов, начального его, скажем так, учебного, в начале пути, да. Самый ранний документ, который нам удалось выявить, он датирован 1930 годом. Это известная фотография первого якутского слета пионеров. Как нам известно, Михаил Андреевич был делегатом от Вилюйского района, избран. И слет проходил в Якутске, и здесь он вошел в делегацию, пионерскую делегацию для встречи с руководством наркомата просвещения. Вот он встречался с наркомом Гоголем
Степаном Великовичем, и вот он очень обрадовался, что он его земляк, он его приметил так, вот хотел бы вот показать нам фотографии. Мы, к сожалению, мы точно не знаем, кто на фотографии это выявили, но мы предположили просто, да, вот, что по всей видимости третий сидит в первом ряду, третий сидит справа налево, значит, это Михаил Валерьевич. Похож, такой взгляд у него, ну это, конечно, детские фотографии, к сожалению, не сохранились, да, ну, по крайней мере, нам неизвестно об этом. И вот нарком предсказал ему такую судьбу, и вообще слет оказал на него такое большое впечатление, да, неизгладимое впечатление, что вот в своей автобиографии Михаил Андреевич писал о том, что это все на нем так отразилось, и вот он решил стать педагогом. Да? И вот в то время в своей автобиографии, кстати, он писал о том, что он в 6 лет остался сиротой, жил в разных семьях, тоже трудное детство, работы было много, не доедал, спал как, но все эти трудности закалили его, как он говорил, это все меня закалило, и в будущем мне помогло пережить все эти тяготы, вот, тот же плен, после плена вот, он учился, ГУЛАГ, да, он 10 лет провел в лагерях, не сдался, поступил потом в Якутский университет, закончил его. И вот в дальнейшем он начал свою преподавательскую учительскую деятельность успешную. Да. Но, конечно, в то время такое еще было, что те, кто был в плену, там негативное отношение было. И, типа, вот, он, кстати, об этом писал в своей автобиографии, что вот были такие непонимания, то говорили это. Ну, хотел бы еще дальше, отвлекся я немножко, да, и хотел дальше, вот, он учился в Харбинской школе, несколько лет закончил, вот, и на первый якутский слет он отправлялся вот с этой школы. Да. По окончании школы он подал документы на заявление, подал документы в подготовительное отделение Юридического техникума. И что примечательно в своем заявлении он отметил, он написал: «Я желаю быть педагогом». Да? Уже вот тогда уже у него тогда уже было стремление учить детей, нести свет, значит. Это был какой год? Это 32-й год. 1932 году, вот у нас документ хранится как раз, вот показать можно будет, если что, да, вот, датирован 6 августа 1932 года, он поступил, и еще несколько документов есть, справка о социальном положении, скажем так, да, от руководства председателя наследия о том, что Михаил Алексеев круглый сирота, вот, и вот ему необходимо, значит, стипендия, да, вот, кстати, там у нас есть документ тоже, вот, что Михаил Алексеевич просит из-за трудностей финансовых включить его, значит, ну, стипендиальную комиссию написал, да, чтобы ему предоставить стипендию. Ну, вот осенью он перевелся в Якутский техникум, который закончил в 1936 году, и поехал он, значит, был направлен на работу в Среднеколымский район, в только что открывшуюся Рочевскую школу. Рочево относилась к юрисдикции Берстроя, да, вот, скажем так, печально известный, можно сказать. Ну, в общем, да, связан он был с ГУЛАГом, обилие лагерей, в которых отбывали ссыльные, да. Недалеко вот находился совхоз Рочево, Берстроевский, да, и вот поэтому школа так и назвали, да, то есть Рочевская школа, да.
Ну, вот там на пароходе, по воспоминаниям, да, он на пароходе привез 100 детей, примерно 100 детей прибыл с детьми в эту новую школу, там небольшая школа была построена, деревянная, да, ну, в первые же года работы там такой, значит, произошла такая эпидемия колей большая, она по всей Колыме была, очень много погибло детей. Ну, благодаря стараниям преподавателей и учителей этой школы, по-моему, всего один ребенок только умер, да. Все равно коли очень опасное заболевание, там в то время ни сывороток, ни вакцин, ничего не было. Там. Ну вот в этой книге тоже очень много об этом написано. Да. В книге Ивана Федосеева, учителя Бога, прямо начало там все посвящено школе ручей. И там, вот, кстати, интересный момент, да, что все-таки руководство Дальстроя, как-то они совместно помогали, да, ведь? Да, дело в том, Да? что руководство... Совхоз Дальстроя. Руководство Дальстроя, вот... Не руководство, вот, ну, тот, да, именно второй там, районный, да, она помогала всем и школам, и колхозам. Там был, недалеко был колхоз, Екатеринский колхоз был, вот он оказал огромную помощь в становлении этого колхоза, предоставили племенной скот, оружие предоставили, охотничьи припасы. И тоже по школам, да. Вот эту школу, к сожалению, через 2 года пришлось перевести, закрыли, разобрали и перевезли в Централовск. К сожалению, фотографий того периода и документов практически не сохранилось. Как мы узнавали, в музее Централовска всего одна фотография этой школы, она не очень в хорошем состоянии. Вот. Ну вот, как я уже говорил, краевед Централовский издал книгу о нем, по воспоминаниям, воспоминания учеников, да, которые в то время учились. В основном дети были из Нижнеколымского Среднеколымского района, но были и из Нижнеколымского, потому что это было примерно 80 километров от Зырянки. Зырянка тогда только открылась, она была таким, скажем, крупным. Дело в том, что Дальстрой там разрабатывал уголь, добывали уголь для нужд продукции предприятий. Ну, еще по поводу колымского периода трудовой деятельности Николая Андреевича хотелось сказать, что он был избран секретарем райкома Николаевского КСМ. Но тогда же приключилась с ним такая, значит, беда, скажем, да. Он был человеком принципиальным, и у него было свое мнение, как вести эту работу комсомольскую. Он считал, что это формально, от него требовали какой-то выборной деятельности, там, активной, что-то, да. Он считал, что это такая работа идет бумагоморательству, да, и он был исключен из рядов комсомола. Да, он был исключен, но он продолжил отстаивать свои убеждения и обратился в обком в КСМ Якутский, где было рассмотрено его дело и отменили постановление Среднеколымского райкома, и, значит, он был восстановлен в СССР комсомола, только выговорили. А в 1937 году уже он отправился на учебу в Калинин, поступил. Тогда же был принят закон о всеобщей воинской повинности, и согласно ему он был призван в числе тех наших земляков, которые учились в центральных вузах страны. Да, потому что вот эти наши земляки, они же первые встретили войну. Он считается одним из, Михаил Андреевич считается уже, получается, одним из первых, кто встретил врага, да, в 1941 году, потому что призывали, допустим, кто уже военный призыв тоже шел позже, да. Под Перемышлем это очень известные события, героические бои, значит, шли. Михаил Андреевич, кстати, очень подробно тоже писал свои фотографии, что на них там бомбы кидали, бочки с бензином всякие, и с ним сражались вместе и украинцы, очень хорошо отзывался, в том числе об украинцах. Вот он тоже рассказал, да, что такая ситуация была чуть ли
чуть ли не расстреляли его там, да, расстреляли. Да. К сожалению, вот судьба тех окруженцев, которые попали в плен и впоследствии бежали и вернулись к своим, многих из них все-таки осудили, не разобравшись. Ну, такая была, в то время такая была ситуация, все зависело от органов НКВД, того или определенного воинского формирования, фронта. В общем, он 10 лет после, он был осужден на 10 лет, провел, потом он после освобождения он поступил учиться в Иркутский университет, закончил его и пошел работать. Он работал в школе. К сожалению, документов о работах школы у нас не хранятся, они хранятся по месту. Вот документы. Я хотел бы сам, я думаю, я хотел вам показать, вот, допустим, я включил выставку те документы, справки, заявления, вот статьи его, которые он писал, вот эта статья о якутской молодежи, умственном и физическом развитии якутской молодежи, для газеты «Крым» писал, да, вот в 1984 году, вот его автограф, это сама газета, сама статья довольно-таки обширная, это рукопись, его автограф, лично он написан, вот 29 августа 1984 года. И можно еще, да, вот показать еще документы. Вот эта телеграмма. Можно по хронологии документов вот 68 года, я бы хотел вернуться, 68 год, этот документ. Письмо учителя с Украины, участника Великой Отечественной войны Георгия Дежура. Вот. Это письмо учителя Лозоватской школы рабочей молодежи с Украины, участник Великой Отечественной войны Георгий Захарович Дежура. Вот он написал письмо Михаилу Андреевичу, и вот он его не знал, но узнал о нем из газеты. В то время известная журналистка Элла Максимовна Максимова, она разбирала свои письма, свои воспоминания пишет, что Михаил Андреевич ей написал письмо по поводу одной ситуации, которая произошла у нас. Дело в том, что все ученики Михаила Андреевича поступали, в основном поступали вот в наш Иркутский университет, Новосибирск очень много было. И вот один из его учеников, скажем, он закончил с отличием, все, у него все баллы были, и он поступали, выделяли целевые места для студентов наших. Вот в Москву выделяли, даже как новый уровень, МГУ. Но, как пишет журналистка, произошла такая ситуация, что у нас произошел такой, вместо этого мальчика нашего отправили туда девочку, которая была дочкой специалистов, ученых наших якутских. Ну вот, и она вот писала про это. И вот этот Георгий Дежура узнал про это, прочитал, и вот решил познакомиться с ним. Вот, он с ним познакомился, переписывался. Даже вот из письма видно, что он затронул еще и Великую Отечественную войну, и плен. Он тоже был в плену, тоже все ужасы пережил. Вот отправил он ему компот, сухофрукты на компот. Вот, они, к сожалению, я сейчас не знаю, не могу сказать, они дальше поддерживали связь. Он пишет прямо там, как он его себе представлял, когда он ему ответил. То есть Михаил Андреевич ему ответил, вот он ему там написал на нем, что я вас именно таким представлял с письма, да? Правдивый, я прямо сейчас зачитаю. Бесконечно добрый, правдивый, принципиальный, не верящий в добрые начала в человеке. Именно таким я представила вас себе по статье Максимова. Таков вы и есть. Вот это вот тоже говорит
это качество Михаила Андреевича. Да? Ну, телеграмма, вот, которую вы показывали, что за документ, это была телеграмма 84 года, датированная 84 годом. Это из редакции газеты «Известия» тоже обратился. Это же самая журналистка. Они поддерживали связь. А как звали журналистку? Элла Максовна Максимова. Она очень известная. Она была специальным корреспондентом газеты «Известия». «Известия» публиковалась в журналах «Смена», «Знамя», «Московский комсомолец», литературной газете. Жила она Михаил Андреевич очень большое было внимание. 26 года, вот, годы жизни 26 и 2010 году она умерла. Вот. И она написала с просьбой о том, чтобы выступить на страницах газеты по поводу судеб своих учеников. Дело в том, что как раз в это время один из очень выступили ряд товарищей, которые посчитали, что никакого углубленного изучения предмета не нужно. Это все, и Элла Максовна попросила его выступить с полемикой, выступить в поддержку своей позиции, потому что она его очень хорошо знала, что он народный учитель, что его ученики все получили прекрасное образование, добились больших успехов. Вот. Вот эта телеграмма 84 года. Ну, как мы знаем, Михаил Андреевич закончил свою преподавательскую деятельность в 85 году, ушел из школы. Да? Вот у нас есть в фондах архива есть несколько фотографий его кабинета физики. Есть и справка, которую он подготовил. Да? Вот общий вид кабинета, да, его в школе. Да, это кабинет его, наглядные пособия, все вот оборудование. Вторая фотография тоже. Это документы датированы 84 годом, но на них не указано, но может и ранее. Вот некоторые, может, себя узнали, да? Это та же фотография, да? Вот, 3 фотографии. Вот эта справка, которую подготовил вот он, уберите, пожалуйста, назад. Это нет, видите. Вот о работе физико-математических классов тоже подготовил автограф, да? Автограф Михаила Андреевича, справка. Это 72 год. Вот. Ну и, как я уже сказал, он писал статьи, да? Я в качестве примера включил презентацию несколько статей его, посвященных различным проблемам. Да? Кроме того, он выступал в поддержку в избирательной кампании, в поддержку кандидатов. Допустим, он писал достаточно такое эмоциональное обращение для поддержки нашего Гаврила Иосифовича Теряева, да, он его прекрасно знал, в хороших отношениях был, он общался, он ему оказывал поддержку. Вот. Ну, к сожалению, я не стал участником. Ну, вот вкратце у меня все, да. Ну, еще у нас в архиве был подготовлен тематический перечень документов, посвященных Михаилу Андреевичу, куда включили мы те документы, которые нам удалось выявить. К сожалению, как я сказал, у нас некоторые документы не включены, потому что они хранятся в школах, где он работал, они себя хранят, но вот они в архивах школ, да? Все личные дела они хранятся по месту работы. Поэтому пока они там не давали. Ну, некоторые документы тоже имеют ограниченный доступ, согласно закону о персональных данных, мы можем показывать и публиковать их без разрешения.
Да, очень интересный рассказ, основательный, да, вот, я думаю, что все, кто интересуется именно судьбой, жизнью Михаила Андреевича, будет очень интересно. Было очень интересно узнать, что какие документы есть у нас в Национальном архиве. Спасибо вам за ваш труд, спасибо вам за ваш рассказ. Ну, и я сейчас еще немножко тоже расскажу, и на этом мы закончим. Значит, я хочу сегодня сказать именно об отражении жизни и педагогической деятельности Михаила Андреевича в литературе, в театре и в кино. В ноябре 2013 года в САХА академическом театре имени Платона Аюнского состоялась премьера спектакля «Учутал». Вот есть программка, я была на первом спектакле этого, пьеса народного писателя Якутии Василия Харысхала, да, и надо сказать, что пьеса, конечно, очень сильная и отражает именно биографию Михаила Андреевича, очень трудную биографию, да, вот как уже сказал Андрей Васильевич, все было у него в жизни, да, и учеба, и сиротское детство, и война, и плен, и столько раз он попадал в плен, да, и столько раз ему удавалось все-таки выйти оттуда из плена, но, к сожалению, когда он попал уже в красную, руки, значит, Красной Советской Армии, его, как человека, который был в плену, его, значит, посадили, он был отправлен в ГУЛАГ, в лагеря. И об этом всем Василий Егорович очень хорошо пишет в своей пьесе. Кстати, пьеса его вышла вот такой вот отдельной книгой. И спасибо Национальной библиотеке, которая предоставила нам вот такие вот издания, да. Она вышла в издательстве «Сахада» в 2013 году. Пьеса Василия Егоровича. И на сцене, вот как я и говорила, отражена прямо там и ГУЛАГ показывают, и лагеря показывают, и уже потом мирную жизнь. Но даже вот, как бы сказать, мирная его жизнь была очень нелегкой, потому что было очень много врагов, было очень много, ну, может быть, можно сказать, даже завистников, да, которые мешали ему работать. Но, тем не менее, да, он все выдержал, все выстоял. И об этом тоже, ну, вся биография почти отражена в этом спектакле. И, значит, он выстоял, выдержал все. И стал именно этим народным учителем, народным учителем СССР. Да? Вот такая вот у него была. Я вам хотел познакомиться с книгой, которая книга, посвященная Михаилу Андреевичу. Да, и вот я говорю, мы все-таки немножко будем говорить. Значит, я сказала о спектакле, да, исполнитель главной роли, ну, да я быстро закончу про спектакль, потом как-нибудь хорошо. Значит, режиссер Руслан Тараховский и, значит, исполнитель главной роли Петр Баснаев. И я думаю, что именно талант Петра Николаевича Баснаева тоже сумел раскрыть образ учителя Михаила Андреевича Алексеева. Прекрасный спектакль, я думаю, что те, кто не видели этот спектакль, пожалуйста, сходите, посмотрите, потому что это очень интересный, очень такой спектакль, да. Вот, и еще я, давайте тогда Андрей Васильевич, потом я еще немножко о книге Ивана Егоровича Федосеева. Вот у нас наша эта книга, посвященная Михаилу Андреевичу, да, народному учителю, она издана в издательстве «Ячейка». И в ее издании участвовала наша коллега Нина Федоровна Тихонова. Она работает у нас в архиве. Эта книга вышла в 2018 году. Очень интересная, ваши воспоминания учеников и вообще учеников. К сожалению, сейчас фотографий там мало осталось, да, в результате несчастных пожаров в квартире, да, и многие документы, фотографии были уничтожены. Поэтому хорошо в книгах, изданных ранее, это все осталось, сохранилось. А в этой книге использованы архивные документы из школ римских, да? Наверное. Здесь фотографии, да, различные документы, некоторые, да, есть документы специальный документ о
присвоение почетного звания народного учителя, да, вот как Брежнев. Брежнева, Брежнев. да, уже выписано. В 1992 году. Понятно. И вот книги такие, да, очень хорошие книги у нас доступны сейчас. Ну, я думаю, что ее в продаже нет. Она Да, доступные ограниченным насколько тиражом, как доступны, правило, да, доступны. да. Вот, Понятно. ну, еще хотелось добавить по поводу того, что он после плена, он добивался справедливости, реабилитации своей, кто был несправедливо осужден, писал письма руководству Совета Делегатов, он так и пишет, он писал и Верховный Совет, да, и Верховный Совет СССР, руководство, и благодаря вот такому неустанному, скажем так, устойчивости он был полностью реабилитирован. Он был реабилитирован 50. В общем, он был реабилитирован. 50-х годах, да? Да, он был реабилитирован. Это первая волна, что была реабилитация. Поэтому, да. 50-х годах, да. Да, это... 50, да, ну, в общем, вот, да, он был... Первая волна после смерти. Вот. И после этого он, конечно же, работал. Да, потому что ему даже было трудно устроиться на работу после получения образования, да, потому что, почему мы говорим даже уже после всех этих мучений, так сказать, да, и его иногда даже попрекали, да, что он и сидел и так далее. Да, вот как он вспоминает. Но он все это вот прошел, да, вот это надо же быть таким сильным человеком, да, и он говорит, вот... Его попрекали и в школах, попрекали, да, находились люди такие, да, но он сквозь это все прошел. Многие вот дети же тем, как бывает же, дети в школах, многие тянутся, у них есть любимые учителя, кого-то они не любят, вот, а к нему прямо тянулись, потому что он прямо вел всякие кружки, и автомобильные, да. там, Восхищал, да, как пишут везде в книгах, вот даже в этой книге. И вот, значит, про спектакль я сказала, теперь немножко несколько слов. Я приводила слова из книги Михаила Ефимовича Николаева, его книга «Мои соотечественники», да, вот, в наших великих книгах. Книга написана в том числе о Михаиле Андреевиче. Вот тоже книга вообще посвящена ему, главный урок якутского учителя. Книга издана, кстати, в Москве. Тоже, видимо, редкая очень книга, которую предоставила нам Национальная библиотека. Так, и еще я немножко остановлюсь и просто скажу, что вот вышла к столетию, вышла книга под составителем, который является ученик Михаила Андреевича Иван Иванович Шамаев. Книга в 2 томах, очень скрупулезная, очень все подробно и отражены и коллеги воспоминания, и ученики, и статьи самого Михаила Андреевича. В общем, очень хороший двухтомник. Это вот тоже из моей личной библиотеки. Вот. И книга, значит, на которой я чуть-чуть хочу остановиться, это «Учитель от Бога». Книга известного поэта, писателя, переводчика Ивана Егоровича Федосеева. Вот. Книга, которая называется такое название «Учитель от Бога». Книга издана в переводе Аиды Шапошниковой, известного переводчика, издана в 1994 году. И вот что пишет Иван Егорович. Когда я начал писать книгу о Михаиле Андреевиче, некоторые мои друзья пытались отговорить меня от моих намерений. Многозначительно намекая на непростую его фронтовую биографию, они утверждали, что я рискую, что труд мой никогда не будет опубликован. На это я отвечал: со стороны судить о человеке проще простого, а попробуйте представить себя на месте моего героя. Жизнь сложная штука, нередко она складывается совсем не так, как нам хочется. Ну и что он побывал в плену? Таких миллионы. Я работал над книгой в состоянии небывалого душевного подъема. Был счастлив, что судьба подарила мне встречу с таким великодушным и мудрым человеком, как Михаил Андреевич Алексеев. И вот еще что он пишет. Да? Я видел плакат, вывешенный в его классе на видном месте. Правда, пусть даже самая горькая, всегда лучше лжи. Это, без сомнения, не голословная декларация, а принцип Михаила Андреевича. Я так думаю, потому что уверен, на протяжении своей деятельности Алексеев воспитывал не столько физиков и математиков, сколько порядочных, интеллигентных людей. И, значит, я еще хочу привести один пример из жизни
Это документальная история, которая связана с человеком, который сейчас живет и работает на НБК Саха, можно сказать, известный человек. Вот что она пишет в своих воспоминаниях. Она мне это давно давала, значит, я вот интересовалась тоже и судьбой, и жизнью Михаила Андреевича. И вот она писала мне такое, да. Жена Михаила Андреевича Алексеева была подругой моей бабушки. Они дружили с семьями. Каждое лето приезжали в Хуро отдыхать. Они из Верхнеудинского области. Отдыхать, собирать ягоды и так далее. И когда мне было несколько месяцев, попала в больницу. Из-за ветрянки, кажется, врачи не могли ничего сделать. Лекарств и так далее не было. Маме сказали просто ждать моей смерти. Мама позвонила своим родителям. Они попросили помощи Михаила Андреевича. Тот пришел с лекарствами, едой для мамы. Всех врачей поднял на ноги. Так и спасли меня. Еще он пришел во время проливного дождя, в темноте. Дороги в то время были страшные. Мама говорила, как он зашел в больницу в сапогах в дождевике. И вот я думаю, что вот это тоже говорит о том, что каким был человеком, да, неравнодушным. И вот когда я читала книгу Ивана Егоровича Федосеева, там вот Бродчева, да, когда была эпидемия кори, и ведь он тоже чуть ли не сам выхаживал каждого ребенка и так далее, да, и поэтому вот когда мне ну, моя знакомая хорошая прислала вот эти воспоминания, я сразу вот подумала, да, вот он никогда не был таким человеком, который бы прошел мимо чужой боли, чужого горя и так далее, да. Вот, поэтому вот то, что я хотела еще сказать. И сейчас мы посмотрим, на этом мы заканчиваем наш рассказ о нашем великом учителе Михаиле Андреевиче Алексееве. Да? Ну и хочу сказать, что в этом году, значит, Центр аудиовизуального наследия приступил к производству документального фильма, посвященного истории и становлению физико-математического образования в нашей республике. Началось оно, как мы все знаем, с Верхнеудинской школы, да. Вот, и, значит, в этом фильме, я тоже вот разговаривала с режиссером Никитой Аржаковым, да, будут отражены три такие более крупные фигуры, которые именно сыграли очень большую роль в физико-математическом образовании. Это, конечно, Михаил Андреевич Алексеев, народный учитель СССР, так, и, значит, еще Виктор Филиппович Потапов, который, народный учитель Российской Федерации, который впервые тоже в нашей республике получил это звание высокое, да, и Долгунов Василий Сафронович, который получил звание народный учитель Республики Саха-Якутия посмертно. Вот три такие крупные фигуры будут отражены в этом фильме, и будем ждать этот фильм, конечно, с большим удовольствием посмотрим. И все, на этом большое спасибо. И сейчас мы посмотрим отрывок из фильма, который из фондов, предоставленных Центром аудиовизуального наследия. Значит, здесь у нас самое основное качество человека, ученика, это человечность. Самая человечность. Если у него этой человечности нет, хоть бы он будет профессором, академиком, если любви к людям, уважение к окружающим не будет, бросится на меня. Мне лучше малограмотной работе, если у него душа человеческая, готова помочь окружающим. Вот поэтому я стараюсь, чтобы они прежде всего были людьми с душой, понимаете, так, пониманием чужого горя, и так далее, так. И потом уже способность, даровитость, стремление и наука и так далее. Прежде всего, все это должно строиться для меня, например, на человеческой основе, на гуманность. Спасибо большое. И да, именно эти слова, я думаю, очень относятся к самому Михаилу Андреевичу. Спасибо за внимание. До свидания.